Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал IQT24. С вами, как обычно, Петр Цепанин. Как обычно, мы находимся в ресторане в гастростудии «Мусхая». Семен Тарбахов со мной. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришел мой коллега, телеведущий, журналист Александр Хавренко. Саша, приветствую. Приветствую, Петр. Здравствуй, Александр. Да, хотел бы сказать, поздравляю с дебютом, но ты был уже ведущим этой передачи чуть-чуть какое-то время. Да, теперь интересно с Да, другой и стороны. с другой стороны баррикад. Да, спасибо, что согласился. И вот, кулинарное ток-шоу, мы его так называем. С чем ты к нам сегодня пришел, что будешь делать? Я на самом деле очень люблю готовить, как это странно покажется. Да, я люблю работать больше с мясом и с птицей. Не люблю рыбу, и совершенно у меня не получается кондитерка. Я даже иногда что-то пытаюсь, но... И одно из моих любимых блюд, так я считаю, что оно такое очень хорошее мужское блюдо, это куриный шницель. Вот Шницель? Я сегодня хочу его попробовать вместе с вами приготовить. Сколько времени требуется обычно для того, чтобы ты его готовил? Ну, в принципе, дольше всего уходит времени на разморозку куриного филе. А здесь разморожено, то есть я думаю, не очень долго у нас это все продлится. Ага. Да, мы уложимся. Да. Хорошо. Ты, тем более, что был уже и ведущим, и вел эту передачу, ты знаешь, как все происходит, и поэтому первая рубрика, которую мы ее называем «Как я дошел до жизни» такой. Расскажи немножко, пожалуйста, о себе. Ну, родился я в 82 году в славном городе Тбилиси, в Грузии. Да. Дело в том, что у меня папа был военным, а тогда это был еще Советский Союз, это была одна страна, и его направили служить в Тбилиси. И вот там появился я. Тифлис. Да. Раньше так называли. Да. Потом пришло время что-то менять у папы на работе. И чтобы быстрее уйти на пенсию, получить выслугу лет, год за два на север. Ну и вот был выбор либо Анадырь, либо Якутск. Ну и решили, что будет Якутск. И в возрасте 4 лет меня привезли в Якутск. Я до сих пор помню свои ощущения. Это был для меня шок. Потому что первое, что это был... Шоковая заморозка. Да, это был конец октября, начало ноября. И мы выезжаем из аэропорта, и я вижу, первое, что я вижу, это трубы, конденсатор. Да. И я думаю, что я никогда не видел трубы. Город кишками наружу, да? Да, то есть что такое? Называется. Потом я спрашиваю, а мы где будем жить? Ну, там дом, нам пока дали квартиру. На каком этаже? На первом. Я говорю, а в доме сколько этажей? 4. До этого в Тбилиси мы жили в 9-этажном доме на 8 этаже. Я говорю, ну ладно. Поначалу был шок, а потом как-то ничего. Притерся, прижился, и вот уже 36 лет живу в Якутске. И нормально. Ну да. Ну, зимой немножечко холодно, конечно, не могу привыкнуть к холодам, но в целом вот якутское лето я люблю. Скорее всего, аллергия, наверное, бывает холодовая, нет? Да. Ну, у меня не то, что аллергия, у меня, знаешь, я иногда впадаю в анабиоз. То есть минус 40, и я такой, что-то никуда не охота идти. Поэтому я вот, кстати, взялся за правило, я уже второй год подряд так делаю, мне очень нравится. Я в начале декабря беру отпуск на весь декабрь. И потом еще с праздниками пол-января отдыхаю. То есть, да, я стараюсь в эти моменты как можно меньше выходить из дома. Абстрагироваться. Да, чтобы... Семен, тут немножко шумит, ну ничего страшного. Так, дальше что произошло? Ты переехали в Якутск и? Приехали в Якутск, ходил в садик, походил в садик, закончил садик, пошел в школу. Школа у меня была. Закончил садик, конечно, звучит двусмысленно, да, ну ладно, так. Такое чувство, диплом сдавал, да? Так как будто диплом сдавал. Кстати, да, у нас в садике было тестирование, потому что в тот момент в России начали переходить на какие-то новые системы, и вот мы попали как раз вот в эту мясорубку. И получилось так, что мы сдавали испытания какие-то, потому что нас потом записали, если я не ошибаюсь, у меня был пролицейский гимназический класс, как-то вот так это называлось. Даже так, да? То есть там подготовка какая-то. Экспериментальный пролицейский класс. Да, подготовка какая-то. Да, экспериментальный. Уровень IQ проверяли кого-то? Да, то есть там было у нас и психолог, наверное, психолог был, и какие-то там увлечения, что-то еще. То есть мы там заполняли какие-то тесты, там ставили галочки. Ну, было все, поступил в 30-ю школу. Ничего плохого в школе сказать не могу. Я очень люблю свою школу. Я очень любил ходить в школу, особенно последние старшие классы, 9, 10, 11. Я просто не столько из-за учебы, сколько из-за атмосферы и вот из-за какой-то постоянной движухи. Я постоянно в школе что-то... Ну, одноклассники тоже, да? Что делал? Да, у меня вот, получается, после 9 класса очень многие ушли, и нас стали компоновать. Ну, там,
собирается разных классов, я попал, ну, естественно, в гуманитарный класс. У меня потрясающие одноклассники, мы со многими до сих пор общаемся. Ну, это классно, очень классно. Итак, дальше. Школу закончил. Ну, прежде чем закончить школу, встал вопрос, да, что делать дальше, куда поступать. Изначально, когда я был еще маленьким, меня, так как у меня папа офицер, меня готовили к тому, что я пойду в Суворовское училище, после Суворовского училища в военное училище, ну и пойду по отцовским стопам, буду офицером. Поначалу я тоже этого хотел, я там в школе занимался разными видами спорта, чтобы как-то быть подготовленным. Потом немножечко у меня это перегорело, ну и родители, в принципе, тоже перегорели, потому что, опять же, началась 91 год, Перестройка. развал страны, Союза, да. ничего не понятно, вот эти космические цены на билеты, то есть, чтобы мне из Якутска там полететь куда-то поступать в Суворовское, это надо было там 2 папиных годовых зарплаты на билет туда, ну, грубо говоря. Чуть ли не так, да. Да. Ну и вот. И самое главное, неопределенность была, да. Ну, Да. то есть куда вообще все идет, что происходит? И я думал, чем бы мне заняться. И, по-моему, в 8 или в 9 классе у меня знакомая как-то просто вскользь сказала, что она ходит в театральную студию. Я говорю, ой, интересно, возьми меня с собой. Я пришел в театральную студию, мне там очень понравилось. У нас потрясающая руководительница была, и сейчас она есть, Альбина Львовна Габышева. Прям, ну, это она вот из знаменитого клана Габышевых. Как поле чудес. Да, Альбина Львовна. Привет передать. И мы занимались театральной студией, занимались мастерством каким-то театральным. Что-то ставили, ставили, да, делали постановки, то есть мне там очень нравилось. И я почему-то в какой-то момент решил, что я, наверное, буду режиссером. Не актером, а именно режиссером, да? Ну, то Я есть, звезд неба не хватало, да, то есть я буду закатом, таким серым кардиналом, я буду всеми руководить, мне это нравится больше. Вот, но на тот момент, получается, когда я должен был заканчивать школу, в Якутске не было набора. То есть тогда еще не было АГИКИ, тогда была только школа-студия МХАТ, а у них набор был за год до того, как я оканчивал школу, и через год. И получается, тогда же еще как раз конец 90-х, это еще не все спокойно было в Чеченской республике. И была большая вероятность, что после школы я попаду в армию и из армии поеду на Северный Кавказ. Воевать. Да. И вот я ходил, все думал, что же мне делать? Что же делать? И такая ситуация получилась интересная. В 10 классе у нас, помимо всего прочего, помимо всех предметов, мы должны были посещать 2 факультатива, которые были у нас в школах. Я сначала записался на литературу дополнительно, потому что я очень люблю литературу. Ну, ты сказал, что ты специализированный гуманитарий. Да, я гуманитарий. Ага. И записался на компьютерные курсы. Думал, компьютер всегда пригодится. Когда мы пришли на компьютерные курсы, там оказалось, что мы будем изучать всякие системы C++ и тому подобное. То есть, когда ты, знаешь, решаешь пример 2 плюс 2, для этого пишешь программу в течение полумесяца, а потом забываешь поставить одну запятую, у тебя ничего не работает. Ну да. Я походил, а я как бы, я с компьютером был вообще не то, что на «вы», я вообще, то есть я знал, что вот монитор есть и клавиатура, и все. Я как-то походил, и не очень мне это понравилось, а факультатив нужен был еще один. Была у нас юриспруденция, у меня никогда душа к этому не лежала, была экономика, вообще не понимаю, что это такое и зачем. И был факультатив журналистика. И ты раз. Да, и вел его у нас Олег Дмитриевич Якимов, это заведующий кафедрой журналистики, к сожалению, не так давно он нас покинул, но вот он вел в нашей школе этот факультатив. Я, ну, для галочки, чтобы вот от меня отстали классная руководительница, пойду туда. Пришел, раз сходил, а это еще была суббота, с 9 утра, а как бы, мне не всегда хочется вставать. Ладно, раз сходил, 2 сходил, 3 сходил. Вроде интересно. Потом мы начали что-то там прорабатывать, что-то начали писать. Тексты писать. Да. И уже обучаясь в 10 классе, как-то Олег Дмитриевич сказал, так, завтра, нет, в понедельник, давайте вот там в 3 часа я вас жду в Доме печати. Фига. Мы приезжаем в Дом печати, он ведет нас в газету «Юна Севера», знакомит с заместителем редактора Екатериной Третьяковой. Ну и говорит, ну все, пишите. Мы такие, Первые «Окей». статьи. Да, и как раз в тот момент в «Юна Севера» на работу пришел молодой, подающий надежды журналист. Только-только он, по-моему, из института был, Иван Сергин. Сейчас он довольно известный. Ваня Сергин, Да, привет. вот, Ваня Сергин. Общаемся. Да. И мы, значит, стали с Ваней работать и доработались до того, что мы на базе газеты «Юна Севера», она же такая детская, для детей больше, Ну да, да. мы решили сделать более такое подростковое, молодежное приложение, назвали его «Мое поколение». Вот, и очень долго я там писал. Ну и, соответственно, закончил 11 класс, сдал экзамены,
Ну и Олег Дмитриевич мне сказал, ну, поступай ко мне. Я говорю, окей. Давай. Да, и я... И как бы и выбора как будто не Да, осталось. я сдал экзамены и поступил на отделение журналистики. Вот, коротенько вот так произошло. И с тех пор, да? И с тех пор, Да, ну, за разговорами давай все-таки начнем. Я как раз потому хотел что вас вдруг- уже перебить. Да. Так, нам Так, для И, собственно, и перебил. да. Для двух начала нам местах. нужно... Для начала нам нужно отбить хорошенько куриную грудку, потому что куриная грудка — это белое мясо, оно все-таки суховато, и чтобы немножечко его размягчить, надо его нам хорошенечко отбить. Я не знаю, его надо резать или достаточно... Ну, давайте отобьем, там видно будет. Да. Вот, надо его отбить. Семен что-то готовит. Специальную какую-то эту, да? Пищевая пленка, чтобы не разлеталась. Все-таки курица, она не самый чистый продукт в сыром виде. Ну да, Поэтому, опасно. Да, поэтому, чтобы лишние брызги. Делается так, и Я с таким знанием дела говорю, потому что я очень люблю различные кулинарные шоу, поэтому... Ну вот, примерно так. делается как-то так, да? Да, насчет готовки, кстати, я начал готовить очень-очень поздно. Когда я жил с родителями, я не готовил вообще. Ну, максимум, что я мог приготовить, я мог пожарить яичницу. Потому что у меня прекрасно готовит мама, и не было никому нужды. Когда стал жить отдельно, я помню, первый раз я... У нас здесь мука, панировочные сухари, И яйца Яйца? нам нужны, да. яйца. Так, а может быть нам для яиц какую-то Побольше? побольше, да, тарелочку. Вот. Вот такой, да? Да, я помню, одно из первых, что я приготовил, это был борщ из банки. То есть я сварил бульон, да, как бы там на чем-то, и туда банку борща. Мне не понравилось, потому что у мамы вкуснее. И после этого я уже начал как-то экспериментировать. Так, Семен взялся за второй кусок, а тут яйца. Что будешь делать с яйцами? А с яйцами ничего, мы в яйцах будем обмакивать куриное филе, потом его будем обмакивать в муку и в панировочные сухари. И пожаришь. Да, конечно. Так, сейчас мне нужна вилочка. Немножечко яйца здесь разбить. Так, ну, продолжаем разговор, да? Окончил журналистику. Да, но я Чем занялся? еще хочу сказать, что когда я учился поступил в институт, мы буквально через неделю после того, как пришли, много же очень новых людей, знакомых. То есть, ты с ними начинаешь знакомиться, много новых знакомых. И ко мне подходит парень и говорит, а не хочешь команду КВН сделать? Я говорю, А уже КВН уже так на слуху, да? ну да. Ну, тогда- как бы круто. Нет, в то время прям КВН это было прям... Да. Весь университет играл в КВН. Вот весь университет. А на филфаке... Якутские первые Да, открыватели да. и прочее. А на филфаке у нас, кстати, не было команды. Такие, ну давай сделаем. Мы сделали эту команду, стали играть. Первый сезон мы отыграли отвратительно. Ну, ничего не умеем, там какие-то шутки, значит, чуть ли не анекдоты там переделывали. Вот. Потом второй год продолжим, и на второй год мы очень сильно вложились в свою творчество своей команды, и ежегодно проводился фестиваль, назывался он «Северное сияние». И по результатам фестиваля там определялись места. Да, наверное, хватит. Места. И так получилось, что мы в этом фестивале заняли первое место. Там было еще гран-при, но мы заняли первое место. Это был для всех шок, потому что там были команды против нас, играли все монстры. И там факультет иностранных языков, где был капитаном Руслан Ачиров. Они играли. Мы, кстати, с ними заняли первое место, поделили. Там финансово-экономический институт, тоже очень мощная команда на тот момент была. Еще кто-то... Семенов, наверное, был. Нет, Анатолий тогда, Анатолий Солонович он был уже президентом лиги нашей студенческой, он был ведущим вместе с Иваном Лазаренко. Ваня, Да. да. Вот, и как бы вот так. Ну, а потом надо было идти работать. И я переработал, наверное, в процентах 70 газет, которые были На то время. Да, тогда газет было очень много. Их было очень много. Ну, естественно, сначала была «Юность Севера», потом была
«Эхо столицы», потом, если кто-то помнит газету «Наше время», Да, была газета «Наше время». Кирилл Алексеев. Да, «Комсомольская правда» в Якутске. Там очень долго работал. Вечерка, само собой. Да, потом у меня был небольшой перерыв. Я забросил журналистику. И после этого я пришел вот в Якутский Черни, где очень-очень-очень долго проработал. Ага. Вот, примерно так. Что могу сказать? Вот я очень на самом деле люблю свою профессию. Я очень люблю журналистику, потому что журналистика — это та работа, где ты можешь все. Ты можешь все, потому что сегодня ты едешь, я не знаю, снимать открытие, там, премьеру нового спектакля в театре, а завтра ты со спасателями прыгаешь с вертолета. Ну да. А послезавтра ты... Тем более, когда ты репортажник, да. Да, послезавтра ты отправляешься там, на последствия паводка в Батагай, а после этого ты едешь во Владивосток на Дети Азии. Вот такая вот работа, Круговерть. да, Тебе по душе. она очень по душе. Но когда я работал в газете, у меня основное направление было интервью. Я очень любил делать интервью. И в какой-то момент, работая в вечерке, у меня даже дошло до того, что все приезжие звезды, все ко мне. И у меня этих звезд, то есть я переговорил там, грубо говоря, с 2009 до 10 по 19 год, практически любая звезда любого масштаба, которая приезжала в Якутск, у меня было с этой звездой интервью. Ну, то есть отправляли тебя именно Да. эти вечерки. Даже была у нас круто. компания, которая занималась привозом звезд, и они прям звонили в редакцию, мы привозим такого-то, такого-то, можно, чтобы Александр сделал интервью? Ну, как бы. Потом я уже немножечко начал, этого хочу, этого не хочу. С этим не буду. Да, с этим Как буду. бы немножко... Да, но тем не менее неплохо получалось. У меня были прям очень интересные люди. Там, очень мне повезло в этом плане, когда приезжал Зураб Саткилава. Приехал Зураб Саткилава, мы с ним знакомимся, и я тоже говорю, знаете, а я родился в Тбилиси, конечно. Он говорит, а где? В каком районе? Я говорю, я жил в 3-м массиве. Он говорит, так я в 5-м. А это массив, это как у нас квартал, да? Как братаны уже. Да, то есть, он говорит, так я в 5-м, мы соседи. Все, у нас разговор пошел совсем по-другому, потому что мы из одного города. Практически мы на какой-то такой уровень поднялись. да, и вот мы очень-очень замечательно с ним пообщались. Ну вот, ты занимаешься практически тем же, что сейчас занимаюсь я, да? Ну, то есть моя задача тоже пригласить гостей, разговорить, ну, за приготовлением и все прочее. Я этому специально не учился нигде. Но при этом я знаю, ну, на свой взгляд, это какие-то такие моменты, ну вот, что нужно, да? На твой взгляд, самое главное, вот ты уже чуть-чуть упомянул, да, об этом, да? Что самое главное для того, чтобы разговорить человека, ну, расположить к себе? Надо показать, в первую очередь, что человек тебе интересен. Действительно. Да, если ты приходишь просто отрабатывать. Да, ну то есть у тебя пунктики записаны, первый, второй, третий, вопрос задал, пошел. Да, еще есть такая очень классная штука, как понять, что интервью получилось. Если ты, получается, да, в процессе, если ты пришел на интервью, и у тебя заготовлено, например, там, 10 вопросов, которые ты должен обязательно задать. Да, и ты из 10 заданных вопросов задал 3, а остальное пошло у вас уже, это значит хорошее интервью, потому что оно идет не по шаблону, вы где-то отвлеклись, где-то вы ушли в другие дебри, и это гораздо интереснее, чем как вам Якутск и что из якутской кухни вы пробовали. Вот так, да? Вот, то есть сейчас тебе нужно тогда специальный оригинальный вопрос задать, и сейчас это сделает Семен Тарбахов. Да. Сейчас я хочу сказать, что наша курица готова к жарке. Ну и вообще, мы уже как бы с Александром знакомы. И вот тем более я хотел спросить, вот ты, наверное, привык за 4 года все-таки к тбилисской, ну вот, еде, да? Потому что вот, ты сказал, у тебя получается мать отсюда? Нет, у меня мама из Сибири. Вот. Да. Просто вот мы жили в Тбилиси. Да, ты хочешь спросить про кухню? Да, именно вот сейчас, в нынешний момент, вот, когда, получается, дома ты находишься со своей семьей, с родителями, что больше преобладает? Якутская кухня? Ну, или место, давай скажем? Нет, мы знаешь, мы больше как-то вот по русской кухне. Я, например, очень люблю, да, даже не столько по русской, я, например, люблю все мясо, которое завернуто в тесто. То есть пельмени, хинкали, бузы. Вот это прям мое. Пироги. Я прям обожаю. Пироги, да.
Как в анекдоте, да? Это что такое? Мясо, Мясо в тесте. тесте. Мясо в тесте. Да, то есть я вот эти вещи люблю. Я люблю из кавказской кухни у меня, я, к сожалению, сам кавказскую кухню не очень хорошо готовлю, но у меня есть друг армянин, у него жена готовит такую долму потрясающую, просто. Я когда попробовал, я думал, что... Долба, это же, по-моему, тоже мясо. Долма это мясо, только в завернутое. виноградных листьях. Как русские голубцы, только голубцы в капусте, а долма в виноградных листьях. Так вкусно. Там, летом я ездил отдыхать в Абхазию. Там вот просто... Гастротур. Ну да, то есть Делает. я там не вылазил из... То есть я ел там каждый день шашлыки, хачапури. Все вот. Я люблю грузинскую кухню, я люблю русскую кухню. А что тебе нравится из местной кухни? Из якутской кухни я люблю жеребятину. В любом ее виде. В любом виде я люблю жеребятину. Я не очень люблю строганину из рыбы. Не знаю почему. То есть я могу есть, но не очень люблю. Но строганину из жеребятины, вот если, знаешь, как был такой писатель Войнович, у него была потрясающая фраза, он сказал: не разливайте Шанель бочками. Вот так же и я. То есть вот строганину из жеребятины, ее надо есть чуть-чуть. Вот чтобы почувствовать это. Потому что когда ты переедаешь, уже как-то уже не то. То есть Не каждый день. понятие деликатес, оно как-то уже улетучивается. Поэтому вот по чуть-чуть на какой-то праздник или там на каких-то посиделках, чуть-чуть строганины, жеребятины, да. Печени, к сожалению, нет, не могу себя заставить. А так пробовал? Да, Не понравилось. не понравилось. Мне очень нравится, ну тут тоже, знаешь, по настроению иногда бывает такое, что я могу съесть там целую миску кёрчиха, вот прям, особенно с вареньем, вот это прям вкусно. А иногда бывает, что пару ложек съел, такой, ну окей, поел. А есть блюда, которые каждый день готов кушать? Каждый день. Неважно, из какой кухни. Ну вот я говорю, наверное, ну не каждый день, но вот все вариации мяса, завернутого в тесто, я могу есть каждый день, потому что я обожаю. Я помню, в детстве у меня вот такое воспоминание, когда еще не было вот этих, то есть покупные пельмени была большая редкость. И вот мы собирались там дома, там, родители покупали фарш, этот фарш прокручивали на мясорубке, которая, помню, она орала как бешеная. То есть, зато весь подъезд знает, что тут готовят пельмени. И вот мы раскатывали тесто и налепили эти пельмени, которые там потом лежали в холодильнике мешками лежали на балконе. И вот это я помню, вот я очень люблю пельмени, хинкали, бузы, все вот эти вещи. Я люблю с недавних пор, я полюбил корейскую кухню. Я люблю острое. Кимчи. У меня одно время был сосед, кореец. И как-то раз он мне дал попробовать настоящий вот, кимчи, который приготовила его мама, кореянка. И я когда... Жестокая жизнь. Да, то есть и у меня слезы полились, все, но это остро, но это так вкусно. Это так Я вкусно. когда был в Корее тоже. Вот то, что я пробовал здесь или там, вообще две разные. Две большие разницы. Ты там вообще сидишь так, тебя ж все передергивает, да? Да. Говоришь, но спайси, но все равно тебе приносят. Говорит, окей, но спайси. И приносит все равно вот такое. Слушай, а как ты оказался в телеке? Вот это вообще, я до сих пор не могу тебе ответить на этот вопрос, как я оказался в телеке. Грубо говоря, ты ходил, работал, писал. Да, я вечерки, писал, и там у многие меня- газет, 70% газет ты говоришь, да? Как оказался в У телеке? меня никогда не было мысли идти в телевизор, никогда. То есть, Ну, специально задачу не ставил? Нет. Не визуализировал? Нет, я даже не думал, не предполагал. Как-то раз, это было зимой, было зажжение огня «Дети Азии», зимних, которые должны были быть на Сахалине. И мой приятель, на тот момент он был что-то вроде пресс-секретаря, совмещал Алексей Соколов. Леша. Говорит, да, говорит, Сань, поехали? Кстати, он меня... Да, да. Он говорит, поехали на зажжение. Это было на Ленинских столбах, а я ни разу не был на зимних Ленинских столбах. Я говорю, поехали. И вот мы едем сюда, разговариваем, и он начинает закидывать удочки. Типа, а не хочешь телек на Якутии 24? Я такой, да ну, Леша, где я, где телек, как бы, о чем ты? Да. Ну ты подумай, я говорю, я подумаю. Проходит неделя, мне звонит Леша, привет, как дела? Я говорю, нормально, ты подумал? Я говорю, я думаю. В общем, думал я полгода.
Долго. Ждали, получается, тебя? Думал я полгода. В какой-то момент, буквально одним днем я увольняюсь из Якутска вечернего, звоню Леше, говорю, ну что, я надумал. Он говорит, отлично, приходи. Я пришел, для меня, конечно, первое время был шок. То есть, и это совершенно не то, что было со мной. Это по-другому, да. Да. Когда ты пишешь, у тебя есть время, тебе надо подумать. А тут здесь и сейчас. Будь добр, пожалуйста, выгляди лицом нормально и еще и болтай. Да, еще меня поставили на рубрику «Чрезвычайные происшествия». И ты, когда ты заходишь в студию, а это она была в прямом эфире, во время дневного бесшовного эфира, так что называется. И ты заходишь в студию, ты понимаешь, что сейчас там, где сидят у нас в аппаратной, то есть там сидит 8 человек, тут сидит ведущий, тут стоят операторы, там кто-то еще. И все они сейчас работают, то есть, на тебя, и ты должен сделать так, чтобы их работа не была проделана зря. Я первое время очень стрессовал. Я приходил вечером домой, открывал И YouTube. плакал. Ну, почти. И плакал в подушку. Я открывал YouTube, находил свои записи, смотрел, и думаю, Что за бред? да как так? Ну, а потом как-то начал втягиваться, и потом я для себя открыл, когда уже начал делать сюжеты, репортажи, я открыл для себя очень простую формулу, как понять, что я отработал хорошо. Если я прихожу домой и мне хочется посмотреть то, что я сделал, значит, я отработал хорошо. Если мне не хочется это смотреть, мне не хочется это кому-то показывать, значит, я где-то уже подсознательно чувствую, что какая-то фигня произошла. Да. Где-то схалтурил. Но, к счастью, наверное, таких моментов все меньше и меньше и меньше. Меньше и меньше. Вот. Чуть-чуть забежим вперед. Такой вопрос. Кем ты видишь себя через 5, через 10 лет? Слушай, я так далеко не заглядывал, я живу одним днем. То есть вчера я работал в Якутске вечернем, а завтра я уже пришел в Якутия 24. Якутия 24. Ну, я думаю, что в любом случае это будет связано с журналистикой, в любом случае, в каком бы то ни было виде. Газетная, Ты телевизионная. гуманитарий, но не технарь. Нет, я не технарь совершенно, Потому что ты сказал, что экономика это вообще что, физика, как бы так, вскользь упомянул, да. То есть ты чистый гуманитарий. Я чисто гуманитарий, то есть я не люблю все вот эти экономика, это цифры. Я не люблю эти вычисления, да, эти умные фразы, там какие-то вот такие. Юриспруденция у меня, кстати, из моей параллели, вот, когда мы выпускались из школы, у меня, наверное, 40% моих одноклассников, они юристы. Вот прям очень много юристов, какой там процент экономистов. Вот, а в журналистике с нашего выпуска нас ушло только 2. Вот, я и Алексей Соколов, ну и другой Алексей Соколов, он сейчас работает в Иркутске. Другой Алексей Соколов, хорошо. Вот. Как относишься к деньгам? Ну, деньги это хорошо. Да, это сказал гуманитарий. Ладно. Цифры не люблю. Цифра не люблю. Да, это что их считать? Если они есть, то это хорошо. Но я считаю, что деньги должны зарабатываться. Ну, то есть труд должен оплачиваться. Конечно, и труд должен оплачиваться, и, соответственно, то есть, когда вот моя молодость, да, мой подростковый период, он пришелся на лихие 90-е. Ну да, когда Когда денег не было вообще, то есть, нет. Либо очень много. Да, либо вообще у нет. кого-то очень много, у нас с деньгами было туго, потому что, папа военный, это государство, там, зарплату платили раз там в полгода, что-то такое. И бартерные какие-то отношения были. Да. Могли там валенками отдать зарплату. Да, и в этот момент ты понимаешь, что ты начинаешь ценить деньги, ты начинаешь относиться по-другому. Я когда пошел работать, и у меня появилась стабильная зарплата, первый, наверное, год у меня было, знаешь, я получал зарплату, и я с каждой зарплаты шел в магазин покупать себе одежду. Потому что у меня, в 10 классе у меня было 3 пары джинс, и там 3 рубашки, грубо говоря, да, то есть, не хватало денег. Вот, то есть, вопрос, да, купить мне джинсы или купить еды. Типа такого. Такая ситуация, я утрирую, конечно, но тем не менее. Так, Саша, немножко обсудили про деньги, про работу. Как отдыхает Александр Хавренко?
Я сразу скажу, я знаю, что ты всем задаешь этот вопрос. Да, всегда. Да, и еще у Очень тебя, важно. есть вопрос, который должен быть следующим. Я сразу на него отвечу. Рыбалка и охота нет, не мое. Не твое. Хорошо. Не мое. Я больше человек городской. Я, ну, как я отдыхаю? Я фанатично смотрю кино. Я прям кино смотрю с запоем. У меня есть даже некий план. То есть я должен для себя, почему-то я так когда-то решил, не меньше 100 фильмов в год посмотреть. Это новых, это не считая тех, что я там иногда пересматриваю какую-то классику, что-то любимое. Вот 100 новых фильмов в год я должен посмотреть. Вот, И причем какие-то такие есть определенные пристрастия, либо ты каким-то образом, Я- кто-то я- тебя рекомендует. Как ты находишь фильм? Я всеяден, то есть раньше, То, что идет... раньше, когда это шло все более-менее в кинотеатрах, Ага. то есть, да, там был Идёшь? выбор, Да, да. иду, смотрю. А какие-то сервисы, сейчас их, слава богу, очень много. На ноутбуке включил, идешь, смотришь. Фильмы, сериалы. Вот я очень люблю, прям фанатично. Я там, некоторые люди со мной не могут смотреть кино, потому что в некоторых фильмах ты смотришь, я на 15-й минуте фильма говорю, чем фильм закончится. И фильм заканчивается именно тем, что я сказал. Спойлеришь. Да, неинтересно. Вот, я очень люблю театр, наш русский драматический театр. Я стараюсь ходить на все премьеры. У меня, ну, наверное, процентов 50 труппы — это мои хорошие знакомые, мои хорошие друзья. Сан Саныч Лобанов тоже мой большой хороший друг. Саня был здесь, кстати. Да, и мы с ним, вот, и я стараюсь не пропускать премьеры в русском театре. Я люблю музыку. Я раньше, когда это было довольно часто, ну, опять же, по работе, то есть я ходил практически на все концерты, которые происходили в городе. Табык тогда, помню, Табык, как гремел. табык это что-то с чем-то было. Табык да? это обязательно. То есть, когда в городе происходил табык, Для меня табык, потому что я там познакомился со своей женой. да. Отлично. Я на табыке тоже познакомился с большим количеством очень классных людей. Это было прям, ну, табык это было событие. Да. И Первые рейвы, помнишь? Да. 90-е. Очуметь просто. ну, табык, вот это. И я из музыки я предпочитаю, наверное, ну, мне уже все-таки 40 лет, и я люблю старый классический русский рок. Из нового я в какой-то момент, мне начал нравиться новый русский рэп, но не вот этот вот кальянный, знаешь, когда там вот. Мне нравится, когда люди подходят к творчеству с какой-то изюминкой. Какой твой любимый фильм? Есть такое? Или Знаешь, опять же? Да, знаешь, есть такая хорошая расхожая фраза: называть свой любимый фильм может тот человек, который посмотрел один. Я посмотрел их много, но есть фильмы, которые я периодически могу пересматривать в зависимости от настроения. Да? Есть фильмы под настроение, есть фильмы... Я очень люблю «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера. Вау. Прям вот я его знаю наизусть. Больше книгу или фильм? Фильм. Фильм лучше, да? фильм Редкий, лучше, да. редкий случай, когда фильм лучше. чем- Причем между прочим, даже да. сам Чак Паланик, автор книги, Сказал, он сказал, да. что концовка в фильме гораздо Круче, да. круче. Мне нравится, я люблю фильмы про Бэтмена. Причем как и старые, так и Джек Николсон когда был? новые. Да, где Да, Джек да. Николсон был Джокером, так и новые с Ноланом, режиссер Нолан. Последний Бэтмен с Это, Паттисоном конечно, мне не зашел. Неуместно же спрашивать, какой лучший фильм, твой любимый фильм. Ты, наверное, сказать лучше, какой любимый жанр, да? Нет, любимый жанр, у меня есть там, например, Сказал, что он все один уже. да? например, в новогодние праздники, да, ну, практически ни один новогодний каникул у меня не обходится там, без просмотра фильма «Реальная любовь». Вау. Потому что это самый такой для меня самый очень добрый- праздничный, очень добрый фильм, да. Очень добрый фильм. Я не знаю, я несколько раз пересматривал сериал «Бригада», потому что я считаю, что для своего времени это потрясающе Это что-то снято. с чем-то, да. Это было Это потрясающе практически снято. кино. Каждая серия как кино. Я в кинотеатре 3 раза, только в кинотеатре, 3 раза смотрел, например, «Бумер», потому что мне очень понравилось. Я когда первый раз его посмотрел, я опоздал на 3 минуты на сеанс. Это что-то откровение, да, было. Бумер тоже. И я пришел второй раз, и потом пересматривал там, пожалуйста, «Трансформеры». Я смотрел в кинотеатре 4 раза. Первые «Трансформеры», потому что я, когда был маленьким, я прибегал домой со школы, включал телевизор, и по Первому каналу, там, по-моему, в 4 часа вечера показывали мультик «Трансформеры». И я его как-то запомнил, и когда появился фильм «Трансформеры», я такой, ну, это надо посмотреть. Первые «Трансформеры» были потрясающие, потом
там. вкатилось во Немножко уже что-то. куда-то ушло. Ага. Да. Ну, не суть. А сериалы, получается, тоже смотришь, да? Сериалы, да, сериалы я смотрю. А посмотрел Тумарок? Сериалы я смотрю, но опять же у меня есть, например, противоречие со многими моими друзьями и знакомыми. Я не видел, нет, я видел 2 серии сериала «Во все тяжкие». Дальше, 2 серии? Дальше второй серии я не продвинулся. Я не видел ни одной серии Игры престолов. «Игры престолов». Ни одной? Ни одной. На прошлых новогодних праздниках, длинные новогодние каникулы, я себе сначала устроил марафон Марвел. То есть я посмотрел все фильмы Марвел, вот именно не как они выходили по годам, а в хронологической порядке вселенной. Это, Ага. это очень классно. И тогда же я посмотрел сериалы, тоже марвеловские. Это «Ванда Вижн», «Зимний солдат», «Сокол и Зимний солдат» и «Соколиный глаз». То есть сериалы. Мне очень нравятся, кстати, из российских сериалов, вот я говорил, там «Бригада», да, мне очень нравится сериал «Ликвидация». Да. Очень хорошо, да. И мне очень понравился сериал «Мастер и Маргарита», потому что я люблю книгу «Мастер и Маргарита», и вот то, как Бортко снял сериал. Есть, конечно, вопросы, у меня и вопросы всегда возникают, потому что что в сериале, во многих фильмах, во многих постановках, вот я говорю что про театр, да, вот приезжал у нас Приморский театр, они ставили «Мастер и Маргарита». Все прекрасно, но почему-то у них всегда Понтия Пилата играет очень пожилой актер. Понтию Пилату на момент знакомства с Христом было, по-моему, 34 или 38 лет. Ну да. А у нас, Гораздо моложе, чем мы с тобой. да, а у нас его показывают глубокими стариками. Но, тем не менее, я «Мастера и Маргариту» прочитал в 8 классе первый раз. Ничего не понял. То есть я понял, что это что-то... вау. Как бы надо прочитать вроде Да, как. Да. что это Что-то крутое. фундаментальное. Потому что, да. Потом я начал перечитывать, ну и... А еще у меня в 9 классе мне знакомый просто дал... То ли у него сумки не было, потому что он у кого-то взял книжку, и ему некуда было ее положить, он сказал, положи к себе в рюкзак. Мне дал ее и забыл. Это была книжка «Хоббит». Или туда и обратно. Я пришел домой, открываю, смотрю, у меня книжка лежит, думаю, дай почитаю. И я не мог оторваться. И я прочитал «Хоббита», я прочитал «Властелина колец». Потом я замахнулся на фильм «Релион». Это вот книга, она написана как, знаешь, немножко как Библия вот всего вот этого. Вот. Ее читать очень сложно, но тем не менее я все это прочитал и очень любил. Ее надо перечитывать, потому что с первого раза ты ее не можешь не понять. Очень любил фэнтези, но в какой-то момент я понял, что я фэнтези перекушал. Если нужна рекомендация, то я очень вам рекомендую почитать книги моего хорошего друга, нашего земляка Андрея Геласимова. Да. Андрей Геласимов пишет потрясающую прозу. Одна из его вещей «Чистый кайф», которая написана про рэпера Басту. Да. Шикарно. Я ее летом прочитал, и мне понравилось. Я бы тоже рекомендовал бы. Так, ну что, как говорится, за разговорами, я смотрю, Семен нам уже все насервировал так классно. Мы показали это на камеру? Потрясающе. Очень хорошо, что Семен добавил сюда соус, потому что все-таки куриное филе, оно немножко суховато. Суховато, да. А вот всегда. соусом, я думаю, оно зайдет. И прям вот выглядит так Давайте же, возьмем приборы. как будто готовил я. В Вилочки. принципе, блюдо несложное, блюдо. Но оно вот Семен, Семен умеет, конечно, сразу видно, руку мастера умеет подать. да, не, ну действительно, очень красиво выглядит. Давайте пробовать. Приятного аппетита нам. Сериал друзья. насчет «Звездных войн». Кого? «Звездных войн». «Звездные войны», конечно. Я люблю вселенную «Звездные войны». Сериал тоже. И сериалы тоже. Приятного аппетита, друзья. Приятного аппетита. Давайте аппетита. попробуем. Просто класс. Очень классно. Очень классно. Очень классно. Программа будет выходить вечером, а мы сейчас обед. Ну, на обед вообще тема. Да, я говорю, что и не сложно, в принципе, не очень долго. И что хорошо, вот там, четвертинка грудки, она отбивается в такой лапоть. И, в принципе, один человек, даже взрослый мужик, может вполне этим наесться. Как говорится, классная классика.
Вот, я уверен, что это получилось у нас реально просто вкусно, да. Саш, спасибо, что был сегодня гостем нашей передачи. Спасибо, что у нас, позвали. да, эфир у нас потихоньку заканчивается, и у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Тем более День печати. Да, в первую очередь День печати. Я хочу поздравить всех своих коллег с этим замечательным праздником, пожелать вам всем профессионализма и чтобы в вашей работе было поменьше тех людей, которые будут вам в этом мешать. Ну, а всем остальным всего самого хорошего. Все-таки Новый год у нас только начался, поэтому чтобы этот год был для вас очень успешным, очень удачным, чтобы он был полон положительных эмоций и положительных впечатлений. Большое спасибо, Петр, еще раз, что позвали. А я еще раз скажу, у нас сегодня был в гостях наш коллега, телеведущий, журналист Александр Хавренко, Семен Тарбахов и я, Петр Цепандин. Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. Будьте здоровы, друзья. С наступившим Новым годом еще раз. Наступившим старым Новым годом еще раз. С Днем печати. Ну и мирного неба над головой. Будьте здоровы, друзья. А мы продолжаем наслаждаться нашим просто вкусно Нашим блюдом. потрясающим, просто вкусным блюдом. Просто вкусно. Это что за такой соус? Тарта. Вот так, да? Вот так.